гнев, страх, они помогают запустить каскад гормонов, которые помогают нам с этой ситуацией какой-то справиться. Ну, например, вы что-то увидели страшное, и первое, что выделяется у вас кровь, это адреналин, норадреналин. После того, как, допустим, стрессовая реакция не угасает, а продолжается, то здесь включается другой гормон в работу – это кортизол. То есть мозг воспринимает, что опасность не прошла, он дает сигнал надпочечникам и выделяется кортизол. Именно этот гормон, он помогает нам справиться со стрессовой реакцией, будь то воспаление, аллергическая реакция, либо это просто действительно сильный эмоциональный стресс-фактор, но благодаря тому, что он перестраивает работу всех других гормонов в организме и клеточной реакции, человек может с этим справиться. Но такие эмоции, когда они иногда, то есть на стресс-факторы, это нормально. Но если у нас стресс фоновый и постоянный, постоянно тревога, то есть вы прокручиваете там каждый день ленту "Инстаграма", видите дурные новости, и у вас все время эти эмоции испытываете, да, либо такие неестественные для человека эмоции, как обида, зависть, они, запускают вот этот вот выброс кортизола постоянно. Причем на крупных, исследованиях, было доказано, что влияние, допустим, зависти на организм, оно такое же, как влияние боли. То есть 45 исследований этому практически посвящено. Зависть и ревность, они вызывают вот такие вот, биохимические изменения в организме, как ответ на боль.